Добрый день. Продолжим наш разговор о советах многоквартирных домов. И в этот раз подробнее остановимся на полномочиях председателя Совета многоквартирного дома. Вряд ли кто будет спорить, что в большинстве многоквартирных домов председатели советов многоквартирных домов числятся лишь на бумаге, реально не пользуются широким кругом полномочий, предоставленных им Жилищным кодексом в части 8 статьи 161.1 и иными нормативными правовыми актами, а также в немногочисленных случаях и решениями общих собраний собственников помещений. Прямо заявляю, что это не их вина, а их беда. В советское время, когда многоквартирные дома управлялись домоуправлениями горисполкома, крупных предприятий и организаций, жители этих домов знали, что по всем вопросам содержания, ремонта квартир, предоставления коммунальных услуг, найма квартир, регистрационного учета следует обращаться к управдому или так называемому старшему по дому, работникам домоуправления. Многими горожанами эти традиции еще не забыты, поэтому очень часто и нынешние председатели советов многоквартирного дома мирятся с тем, что управляющие организации возлагают на них функции контроля за деятельностью работников управляющих организаций и не признают в то же время их реальных законных полномочий. У старшего по дому по смыслу этих слов признается право выдавать распоряжения нижестоящим работникам. Председателю Совета многоквартирного дома законодательство предоставляет широкий круг полномочий, но в этот круг распорядительные функции не входят. Часть 7 статьи 161.1 гласит: председатель Совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью Совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. Как видим, организатор планомерной систематической деятельности коллегиального выборного органа Совета – это председатель Совета многоквартирного дома. И поэтому возложение на него распорядительных функций – это незаконно. Задача председателя – умело распределить обязанности между членами Совета и обеспечить их сплоченную целенаправленную работу по реализации решений общих собраний и постоянный общественный надзор за выполнением управляющей организацией договора управления многоквартирным домом и планов содержания и ремонта общего имущества дома, но никак не командование работниками управляющей организации и тем более собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме. Часть 8 этой же статьи возлагает на председателя Совета многоквартирного дома и конкретные персональные обязанности и права. Первое. До принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении договора управления многоквартирным домом, он вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственником помещений в данном доме вправе вступить в переговоры относительно условий договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного кодекса. Второе. Он обязан доводить до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
результаты своих переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи Жилищного кодекса. Третье. На основании доверенности, выданных собственникам помещений в многоквартирном доме или, начиная с августа этого 2020 года, действуя без доверенности, в случае наделения его таким полномочием по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, председатель заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме, договор управления многоквартирным домом или договоры, указанные в частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного кодекса. По договору управления многоквартирным домом или договорам, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 Кодекса, после 31 июля 2020 года, заключенным председателем Совета многоквартирного дома, в случае наделения его таким полномочием решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме. По договору управления многоквартирным домом или договорам, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего кодекса, заключенным председателем Совета в многоквартирном доме в случае наделения его собственником помещений в многоквартирном доме таким полномочием, удостоверенным доверенностями, приобретают права и становятся обязанности собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю Совета многоквартирного дома эти доверенности. Надо особо обратить внимание, в каком случае обязанными становятся все собственники помещений по договору управления домом, а в каком только те собственники, которые предоставили председателю Совета дома доверенности на заключение такого договора. Четвертое. Председатель Совета многоквартирного дома осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказанию услуг или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенностей, выданных собственниками помещений в многоквартирном доме, или, действуя без доверенности, в случае наделения таким полномочием по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг или выполненных работ по содержанию и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Хочется выделить. Подписывает не любой собственник помещения, а председатель Совета многоквартирного дома. Или также подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращение о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего кодекса. Пятое. С августа 2020 года на основании доверенностей, выданных собственниками помещений в многоквартирном доме, председатель вправе выступать в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанных с управлением данным домом и предоставлением коммунальных
услуг. Это новое полномочие, которое внесено в Жилищный кодекс Российской Федерации 31 июля 2020 года. Шестое. Осуществляет принятие решений по вопросам, которые переданы для решения председателю Совета многоквартирного дома в соответствии с решением Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятым в соответствии с пунктом 4.3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса. С июля 2015 года Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета многоквартирного дома, в том числе председателю Совета многоквартирного дома. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его размера. Следует иметь в виду, что такое решение должно быть отражено и в договоре управления домом. К сожалению, выплата таких вознаграждений в нашем городе практикуется лишь в нескольких многоквартирных домах. В ряде постановлений правительства Российской Федерации указаны и другие функции председателя и членов Совета многоквартирного дома. Это, в частности, участие в установлении количества фактически проживающих в квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов, участие в периодических ежегодных осмотрах общего имущества многоквартирного дома и прочее. В заключение хочу подчеркнуть, что только при избрании и регулярной деятельности Совета многоквартирного дома и его председателя собственники и пользователи помещения в многоквартирном доме могут рассчитывать на оперативные, без длительной, зачастую бесплодной переписки с надзорными органами в жилищной сфере решение своих проблем без использования судебного порядка разрешения споров с управляющей и ресурсоснабжающими организациями, а иногда и соседями по дому. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До следующей встречи.